за неделю зарегистрировано 575 сообщений о несвоевременной уборке снега. 575. С первыми снегопадами обрушилась и волна жалоб. Почти 600 в системе инцидент-менеджмент, еще 194 в народном контроле. Как отметил Раис, жители сообщают о задержках уборки, что ведет к затруднению движения, росту аварийности, нарушению графика движения общественного транспорта. Больше всего обращений 315 от челнинцев. Отвратительно. Дорогу не чистили. По-моему, 2 суток уже идет снегопад, и никакого проку нету. Люди мучаются, машины тоже так же. На Автоград пришелся основной удар снежного циклона. Сугробы, как в середине зимы. На дорогах колея и снежная каша. По словам жителей, по всему городу заторы. Снегом завалены и тротуары, и магистрали. Ехал 20 километров в час, начиная с поселка ГЭС до нового города. Чаще всего челнинцы жалуются на отсутствие возможности комфортно проехать на автомобиле и передвигаться с детскими колясками и санками. Удивляются и тому, что в городе практически не видно снегоуборочной техники. В городской администрации отметили, на очистку дорог вышли 132 машины. Мы накануне встретили бригаду на Автозаводском проспекте. Да, сильная была метель. Много было снега. Вот сейчас целый день убираемся до обеда. Еле-еле убрались. Проспект Отечественный плохо, потому что я сам работаю в МУПАДе. И у нас категорически людей не хватает на технике. Не совсем оперативно все очищается, но техника работает, по крайней мере, по тем проспектам, где я езжу. Своевременную уборку снега и наледи с проезжей части и пешеходных зон Раис Татарстана сегодня назвал важнейшей задачей на зимний период. Также очень серьезный вопрос – очистка тротуаров, подходов к социальным объектам, дворов и общественных пространств. Эти зоны требуют не меньшего внимания, так как напрямую влияет на безопасность, комфорт пешеходов. Ну и самое главное – это дети и пожилые люди. В течение часа, если снегом не почистить, будете составлять протокол. По правилам благоустройства, владельцы магазинов, торговых центров, ресторанов, кафе и других общественных заведений обязаны своими силами расчистить от снега закрепленную территорию. Но требования выполняют не все. В Елабуге провели рейд по торговым объектам. Второй рейд уже по очистке территории города Елабуги от снега. Проверили торговые объекты по проспекту Нефтяников. Выдали замечания, которые устранить даже сегодня в течение рабочего дня. За 3 суток в Елабуге выпала треть месячной нормы осадков. Здесь жители тоже жалуются на несвоевременную уборку. Вот тут не могу пройти, вот машина баца. Там вообще каша. Люди идут с санками, каша прям. Ну что, не может трактор проехать? Ну что, людям пройти невозможно. Ну, миленько, в 6 секунд это не сделаешь. Еще не то будет, еще февраль впереди. Снег убирают 20 машин и 127 дворников. В первую очередь очищают центр города. Лучший способ помочь дорожным службам – не оставлять автомобиль припаркованным на проезжей части. Как сообщает Гидрометцентр, в выходные по республике метели с ухудшением видимости до километра и сильный ветер. Раис поручил главам городов и районов, руководителям профильных ведомств оперативно реагировать на обращения граждан. Необходимо реагировать на сигналы от граждан, ну и обратить внимание, где многоэтажные здания, угроза схода снега, наледи с крыш, козырьков зданий и сооружений. Может быть, сегодня это еще не актуально, но каждую зиму эта тема, она всегда возникает, и очень неприятно, когда кто-то пострадает от схода снега или наледи. Рустам Миниханов отметил, особого внимания требуют предстоящие новогодние и праздничные дни. Он подчеркнул, эта тема должна быть на личном контроле каждого из руководителей. Лена Знатульна, Вероника Гайнудзинова, Марат Хусаинов, ТНВ, Татарстан.